Викрали вночі з дому, катували струмом, били, погрожували зґвалтувати дружину та застрелити при спробі утекти. Затриманий окупантами 3 вересня Асан Ахтемов докладно розповів про те, як ФСБівці вибивали з нього зізнання у диверсії на газогоні у Перевальному. Цю розповідь записав його адвокат Айдер Азаматов, а видання «Грати» її опублікувало. Ми наводимо фрагменти з неї. Ориентировочно в 23:30, когда я спал у себя в доме со своей семьей, в наш дом ворвались люди. Ориентировочно в количестве 10 человек в военной форме, в масках и с оружием. Они приехали на нескольких автомобилях. Эти люди разбудили меня и сказали «поехали». Жена и дети проснулись и кричали от страха. Никаких документов эти люди мне не показали. Просто надели на глаза пластиковую маску, а на руки наручники. Через маску ничего не было видно. Меня начали выводить из дома. Это сопровождалось угрозами и обвинениями в том, что я якобы изнасиловал какую-то девушку. Посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Завели в комнату, посадили на стул лицом к спинке стула, ноги привязали к ножкам стула скотчем, руки тоже привязали скотчем к спине. Когда меня вели со стороны этих людей, в мой адрес постоянно поступали угрозы, что мне подкинут оружие и наркотики, говорили, что моя жена красивая и намекали о том, что тоже могут причинить ей вред. После того, как меня посадили на стул и связали, на мои уши повесили оголенные провода, после чего я почувствовал сильный удар током. По времени это продолжалось секунд 10, и так около 6-7 раз. После чего разряды тока пускали понемногу и одновременно со мной разговаривали. Когда пускали ток, меня постоянно дергало. После этого я согласился со всем, что мне эти люди говорили. А говорили мне они о том, что я подорвал газовую трубу в Перевальном, что мой брат Азиз Ахтемов все уже рассказал, и что им все известно, как мы это сделали, на какой машине и другие детали. Угрожали мне тем, что я больше не выйду из этого места. После этих угроз и пыток током я им сказал, что соглашусь со всем, что они мне скажут. После этого меня подняли наверх, посадили на лавочку, опять угрожали, после чего я почувствовал сильный удар в область шеи, в затылок, и меня куда-то потащили. Потом сняли маску, пришел человек, который назвал себя доктором, но был в военной форме. Этот человек сказал мне, чтобы я говорил все как было. Видимо, я сказал не то, что им нужно, после чего мне опять опустили на глаза маску и один раз ударили в область шеи. Меня посадили в машину и куда-то повезли. Я думал, меня привезли в лес, так как эти люди постоянно говорили, что вывезут меня в лес и убьют там. Меня вытащили из машины и сказали: «Давай беги и помни, что я хорошо стреляю». Я сказал, что я бежать не буду, убивайте меня здесь. После этого посадили в машину и куда-то повезли. Меня привезли в здание ФСБ на бульваре Франко 13 в Симферополе, где меня допрашивали следователи, и я подписывал много документов. При этом я себя очень плохо чувствовал, так как все тело болело, я задыхался. В здании ФСБ мне включали камеру, и я говорил все, что им нужно. Даже сейчас у меня появляются приступы, когда засыпаю. Мне кажется, что я забываю дышать.